Салам алейкум, хурматли милләттәштәр, хаумага достар, здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. Продолжают приходить письма от наших сторонников, которые сейчас проживают в Республике Башкортостан, которые рассуждают в своих статьях и письмах, которые приходят о будущем России, о будущем Республики Башкортостан, о независимости Республики Башкортостан, о крахе русского мира и многом другом. Очень интересные познавательные статьи, которые я вам уже неоднократно здесь зачитывал. Пришла новая статья под названием «Час ноль», которую я хотел бы вам здесь зачитать. Но прежде чем я начну, я прошу вас подписаться на мой канал, кто это еще не сделал, поставить лайки, написать в комментариях, что вы об этом думаете, и помочь с распространением. Итак, статья называется «Час ноль». Точка невозврата пройдена. Впереди децентрализация и рестарт. Сейчас уже каждый второй рубль в России идет на нужды войны. Напомним, что к моменту развала СССР доля трат госбюджета на военно-промышленный комплекс составляла 29%, что намного меньше нынешнего уровня. То есть повторное разваливание страны практически неминуемо. Точка невозврата была незаметно пройдена этим летом. Прохождение точки невозврата означает для башкир и всех других оккупированных Россией народов очень серьезные изменения их исторической судьбы. Тот факт, что война и не собирается прекращаться, играет только на руку башкирам и другим народам, поскольку еще глубже загоняет русский мир в тупик. Тупик – это полный крах России как проекта. Крах военный, экономический, политический и в целом цивилизационный. Иначе говоря, русским можно будет начинать все сначала, но только с самого нуля, как полные нули. Проще говоря, русским просто придется безальтернативно стать беленькими и пушистенькими, по крайней мере на первое некоторое время. Иначе ничего не выйдет, просто тупо никто не даст. Ведь Россия воюет со всем миром. Перед этим миром потом придется и отвечать. Соответственно, как и послевоенной Германии или ее союзнице Японии, было запрещено почти на полвека иметь какие-либо вооруженные силы и вообще проявлять какое бы то ни было агрессивное поползновение против своих соседей или внутренней оппозиции. Если раньше СССР танками давил стремление к свободе народов стран Балтии или Восточной Европы, и весь мир смотрел на это в растерянности и глубокой озабоченности, то сейчас уже такой номер не прокатит. Иначе говоря, Россия лишится своего главного инструмента, а именно грубого силового подавления и репрессий. После всего того, что было, снова выводить куда-то войска или Росгвардию, это было бы продолжением все того же имперского рашефашизма. Чтобы России возродиться, ей будет нужно перезагрузиться. Но чтобы перезагрузиться, надо будет отвергнуть весь прошлый имперский опыт захватнических войн и возможность силового подавления колоний. Без такой перезагрузки никто в мире не станет сотрудничать с Россией и вкладываться в ее восстановление. Максимум будут использовать ее как бесправную сырьевую бензоколонку, наподобие африканских стран, что она сама и делала всю свою историю с порабощенными территориями. При этом, если мировое сообщество решит не вмешиваться и оставить Россию догнивать и доразлагаться в своих собственных противоречиях, законсервировать, так сказать, эту зону, то тогда захватить власть националистическим кругам в силовой борьбе, возможно, будет даже легче. Возможно, это и будет война всех против всех. Но для кого-то это будет борьба за свободу и независимость. А такие вещи без выстроенного централизованного аппарата подавления победить практически невозможно. Поскольку это не про деньги и власть, а про человеческое достоинство. В качестве исторической справки напомним, что происходило с послевоенной Германией. Поражение Германии в войне привело к глубочайшему кризису немецкое общество. Немцы воспринимали положение, создавшееся после мая 1945 года, как своеобразное отсутствие истории, так называемый «час ноль». Мероприятия дефашизации включали в себя демилитаризацию страны,
включающие разоружение вермахта и народного ополчения, вывоз или уничтожение военных материалов, полное уничтожение военной промышленности, изменение границ, восстановление системы земельных органов власти по образцу существовавшей до создания Второго рейха совокупности 18 карликовых государств с приданием им прав на автономию. Военные преступники подвергались наказанию. На Германию были наложены выплаты реституций и репараций. Система среднего и высшего образования была реорганизована и поставлена под контроль. На переходное время все школы и университеты закрывались. С целью политической децентрализации все руководители государственных учреждений были освобождены от своих должностей. Контроль ООН над функционированием немецкой промышленности, торговли и финансовой системы устанавливается на 20 лет. Все летательные аппараты конфисковывались. Ни один немец не имел права ни летать, ни служить в авиации. В соответствии с Потсдамским соглашением 1945 года германская промышленность во всех зонах не должна была производить более 50% от достигнутого до войны уровня. На конференции в Потсдаме было принято решение закончить все работы по демонтажу объектов германской промышленности, в частности металлургии и тяжелой промышленности. Из 40 тысяч тонн подлежащего демонтажу оборудования в СССР было отправлено 39 тысяч тонн. Мы все хорошо знаем, что если есть Путин, то есть и Россия. Но если не будет Путина или путинизма, то не будет и нынешней России. А значит, России не должно существовать, либо должна быть какая-то иная Россия. Похоже, что Путин по целому ряду объективных причин действительно не может остановить эту войну. Хотя ему такое постоянно, скорее всего, приходит в голову. Как не могут и сдаться украинцы. Это клинч. При этом очевидно, что Путин повторяет судьбу Гитлера, который точно так же, уже осознавая конец собственного рейха, тем не менее до последнего набирал в свою обреченную армию 15-летних подростков из провинций и агонизировал до последнего. Как известно, на Гитлера было организовано около 20 покушений самим же его окружением, понимавшим, в какую пропасть затягивает их одержимый фюрер. Как Гитлер не мог остановить войну цивилизованным образом, поскольку фашизм этого не предполагает, так по этим же причинам не может остановить войну, набравший обороты путинизм. К моменту своего развала Советский Союз представлял из себя тоталитарного монстра, помешанного на милитаризме. Но все же он еще не был фашизмом. А современная Россия со своим рашизмом уже давно сравнялась с гитлеризмом в своей античеловечности и пещерности. Критики этого поста могут возразить, что есть ведь перманентно агонизирующие страны типа Северной Кореи, Ирана или других существующих в мире автократий. Почему так не будет с Россией? Все потому, что Российская Федерация – это многосоставное, сложное государственное образование, собранное принудительной силой на 6-й части суши и из очень разных территорий, культур, народов, религий и так далее. Россия – это колониальная империя из 20 века, которая по какому-то стечению обстоятельств не деконструировалась до этого времени. Раньше было принято говорить, что все империи рано или поздно разваливаются. Сейчас же самое время сказать, что любой фашизм, в том числе и русский, будет сокрушен самим ходом истории. Вот тогда, наконец-то, и начнется настоящая история. Не их, а наша история.